Станция биологической очистки начала работать совсем недавно в Мирнинском районе. Благодаря новому оборудованию канализационные стоки перестали попадать в окружающую среду. Подробности далее. Водитель Виктор Васильев занимается доставкой технической воды. За день на своей машине он перевозит почти 60 кубов фекальных вод. Сегодня он разгружается на станции биологической очистки. Но еще вчера нечистоты сливали практически на землю. Раньше возили туда, где свалка, туда сливали техводу. Там она дренировала, там были отстойники. Станция биологической очистки в Алмазном работает в полном режиме. Объект запустили в конце прошлого года, и канализационные стоки теперь не попадают в окружающую среду. Воду привозят здесь канализационную, откачка септиков. В общем, автомобили привозят сюда, и начинается процесс подачи воды и, соответственно, полной очистки. На пути к полной очистке вода должна пройти 5 этапов. Каждый из них улучшает ее химико-биологические показатели. Первый, так называемый механический, от бумажек, салфеток, пробок и песка. Далее они уходят в усреднитель, вода. Из усреднителя подается в денитрификатор. Там уже начинается процесс уже очистки воды. Также она там взбалтывается, все в однородную эту массу. И все. С денитрификатора она по низу, по трубам подается в аэротенк. Биологический этап самый сложный. Здесь работает активный ил. Вода очищается от кишечных палочек и микроорганизмов. После поступает во вторичный отстойник. Жидкость выходит очищенной почти на 98%. Чтобы достигнуть стопроцентной очистки, воду обрабатывают ультрафиолетом. Объект, конечно, очень важный, ведь очистка сточных вод – это все-таки очень важно для республики, и сброс очищенных вод в реки – это экология наша. Станция имеет большой резерв, рассчитана на 900 кубометров воды в сутки, пока она принимает только 450. С выходом на полную мощность оборудование решит все проблемы с водоотведением не только Алмазного, но и поселков Орлах и Заря.